Самый большой национальный парк в России и Европе расположен на территории Республики Коми, на западных склонах Северного и Приполярного Урала. Огромная площадь, почти в 20 тысяч квадратных километров, включена в список всемирного наследия. Это территория девственных лесов, диких и холодных гор, несметного количества полезных ископаемых и голубых ручьев. Парк Юга-2 с коми-языка так и переводится «светлая вода». Национальный парк – место, где разрешено создание условий для регулируемого туризма и отдыха, обустройство маршрутов, смотровых площадок, туристических стоянок и мест отдыха. Такие парки для того и существуют, чтобы любой представитель мира искусственных водоемов, вновь посаженных лесов и бутилированной воды мог узнать, какой же бывает природа на самом деле. Оказывается, вот такой. Парк Юга-2 расположен в 3 районах Республики Коми – в Уктыльском, Интинском и Печорском. Интинский филиал парка, территория почти в 9 тысяч квадратных километров, наиболее посещаема туристами. Сюда несложно добраться. Чтобы попасть на территорию парка, нужно доехать поездом до города Интан, затем пересесть в проходимый автомобиль, который довезет до парка. Только следует учесть, что это путешествие по северу России. Климат здесь суровый, с сильным ветром, переменчивой погодой. Так что даже в августе можно попасть в небольшой снегопад. С собой в поездку следует взять теплые вещи, специальную обувь для похода по камням, головной убор, репеллент от насекомых, аптечку, а запас продуктов должен соответствовать времени пребывания в парке. Интернет и мобильная связь здесь отсутствуют, что определенно вносит изюминку в путешествие. От Инты до гор на территории парка дорога занимает несколько часов. За это время таежный лес перейдет в тундру, и откроется необозримое пространство, ограниченное только горами, заснеженным хребтом Малденырт. Парк Юга-2 славится своими останцами, разрушенными ветрами горными массивами. Они напоминают различных существ, иногда людей, а иногда фантастических животных. Первый останец похож на дракона. Он расположен рядом с рекой Битью, в которой впадает подземный родник с большим содержанием серебра. Считается, что эта вода полезна для работы почек. Нетронутая природа Севера, хотя и не выглядит радушной, но заботится о здоровье человека лучше любой пилюли. Здесь почти все является целебным. К примеру, золотой корень, который, как известно, приобретает лекарственные свойства только в естественной среде. Согласно поверью, радиола розовая набирает силу в условиях постоянного выживания в период сильнейших в своей жизни преодолений.
Воду из ручьев обычно пьют без кипячения, она действительно чистая. На территории парка, прославленного своими необычными и многочисленными водоемами, есть и теплые озера с термальными источниками, в которых можно купаться даже зимой. Первый кордон – приют-переправа. Здесь через бурный Кожем переправляются автомобили. Только Урала, на любом другом поток не переехать. Сейчас в начале осени по Кожему спускается ценная рыба хариус. Однако вылов рыбы на охраняемой территории запрещен. Создана специальная группа, которая следит за порядком. В состав входят государственные инспектора, которые непосредственно осуществляют контроль. Очень часто мы взаимодействуем с сотрудниками органов внутренних дел, сотрудниками прокуратуры природоохранной. После таких совместных мероприятий уже браконьеры опасаются приезжать сюда, уже все меньше и меньше их становится. Транспортом мы обеспечены, практически в любую точку реки или национального парка любого района мы сможем добраться оперативно. Места мы знаем хорошо, скрыться в принципе от нас здесь негде. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Данная территория нацпарка Юго-2 находится под моей подведомственности. Совместно с работниками нацпарка мы осуществляем рейдовые мероприятия. Если мы увидели нарушение, например, незаконная рыбалка, сразу же пересекаем это действие, собираем первоначальный материал, фотографируем все и дальше уже будет вести к процессуальному направлению. Серьезные штрафы грозят вплоть до лишения свободы. Дорога от Инты в Юго-2 построена Вадимом Тумановым, легендарным золотодобытчиком, советским миллионером и другом Владимира Высоцкого. Кстати, Владимир Семенович приезжал сюда, на территорию Юго-2. Предприниматель Туманов и по сей день является неотъемлемой частью истории национального парка. Дело в том, что уральские земли невероятно богаты полезными ископаемыми, особенно золотом. Здесь его ураганное количество – до 11 граммов на кубометр земли. Таких месторождений нет даже в щедро одаренной природой Южной Африки. Здесь говорят: пнешь землю носком ботинка, вот ты и в золоте. Конечно, добыча этого ценного металла на охраняемой территории больше не ведется, но легенды о добытчиках золота, промышлявших здесь еще в 1970-80-х годах, живы до сих пор, и слушать их одно удовольствие.
главная туристическая база Санавож у одноименного ручья не случайно напоминает затерянную в горах деревушку, а еще больше – место, где живут гномы. Это место, редкое по красоте, с неповторимыми ландшафтными видами, на самом деле бывший поселок золотодобытчиков. Вот так и по утрам колем дрова. За порядком на базе отвечают Виктор Загребельный и Сергей Смирнов. Раньше, как и многие другие жители Интинского района, они работали в шахтах. После выхода на пенсию переехали сюда, на Санавож. Как семечки. Они и их собака Ласка вне туристического сезона тут единственные жители. Работа в радость это. Смотреть за порядком, вот когда приезжают туристы, расселить туристов по домикам, там, дрова не обеспечить, там, ведра под воду, все такое предоставить им. Я природу с детства люблю, поэтому и тут жить нормально на природе. Отсюда по дороге Туманова машина с туристами отправляется к самым живописным и загадочным местам реки Кожем. Подобной линии жизни Кожем пролагает свою нелегкую дорогу между скал. Извилистая, где-то с перекатами, где-то уходящая в глубину, где-то широкая и непокорная, а где-то с островками. Горная река несет в себе чистейший талый снег седых уральских вершин. Кожем может многое рассказать. Его берега несут печать не только дикой, но и человеческой природы. По дороге вдоль реки встречаются карьеры золотодобытчиков. Эту панораму здесь называют марсианским пейзажем. Хребет Мылдынырт – один из высочайших на приполярном Урале. Здесь у хребта ветер дует чаще в одну сторону, поэтому и лиственницы растут с наклоном почти в 45 градусов. Всю свою жизнь им приходится уклоняться от мощных потоков воздуха. Ландшафт от этого выглядит еще более инопланетным. Если сойти с дороги и пройтись пешком, можно познакомиться с Бабой. Баба – древний идол и одно из самых популярных мест паломничества туристов. Дело в том, что столб выветривания напоминает женщину и считается местным поклонением для желающих выйти замуж, родить ребенка, встретить свою любовь или вернуть былые чувства и отношения. Как и всякая женщина, Баба нуждается в защите. Ее охраняют 3 богатыря, стоящие напротив скалы схожей формы. Перекат Манюку – место речного сплава 4-й категории сложности.
Недалеко от сана вожа заброшенные кварцевые штольни, горные выработки, где раньше добывали хрусталь редкого качества, белый, прозрачный, дымчатый и даже кофейного цвета. Стрелка – место, где встречаются реки Кожем и Балбанью. Отсюда начинают сплавляться туристы. Река Балбанью – одна из самых известных на приполярном Урале у туристов-водников. Это небольшая, немногим более полусотни километров, но необыкновенно интересная и живописная речка берет начало вблизи горы Народная, высшей точки всего Урала, и впадает в Кожем, приток Усы. По своему имени, происходящему от расположенных по берегам причудливых скал, Балбанью является родной сестрой получившего сейчас широкую известность плато Маньпупуньор – Балван-Из. В словаре дали слово «балван» – истукан, статуя, идол, языческий изваянный бог. В Приуралье балванами называли одинокие камни-останцы, похожие на фигуры людей. У древних народов такие каменные идолы считались священными и часто служили местами жертвоприношений. Недалеко от Стрелки можно увидеть еще одного каменного болвана. Здесь его называют Дед. Если смотреть на него именно отсюда, со Стрелки, напоминает он профиль мужчины. Дед по стечению странных обстоятельств остался на своем месте, тогда как другие останцы здесь были уничтожены. Их взорвали старатели, чтобы освободить место для добычи золота. Говорят, что выживший идол проклял золотопромышленников. И это от его проклятия они лишились права работать в золотоносных землях. Гроты на Балбанью – редкое по красоте место, в полной мере иллюстрирующее поговорку «вода камень точит». Подземные воды размыли скалы, образовав в них отверстия различной величины и формы. Стало похоже на каменный сыр. Здесь прямо под ногами лежит еще одно лекарство от самой природы – голубая глина. Голубая глина издревле использовалась не только в качестве ценного строительного материала, но и как лекарственное средство. Голубая глина поглощает вокруг себя жидкие газообразные токсины, запахи, газы и убивает болезнетворные микробы. Весной и осенью на территории национального парка живут оленеводы. Постоянно прописаны они в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе, в поселке Саран-Пауэр. В чум к оленеводам входить без разрешения нельзя, как и в любой чужой дом. Но если уж пригласили, заходите с гостинцами. Лучше с тем, что в северной кочевой жизни считается лакомством, свежими фруктами и сладостями для детей. Хозяева не приветствуют видео и фотосъем. Полагают, что от этого болеет ручной олененок Авка.
А ленные люди называют себя просто зыряне. Родной язык у них коми. Здесь уже не в первый раз. Воспоминания приводят сюда раз за разом. Впечатления самые, что ни на есть, положительные. Очень нравится. И тем более осень, все эти краски, масштабы поражают. Здесь остаешься сам наедине с собой. Приходят различные мысли, которые заставляют задуматься. Священная гора Яркусей, или как ее еще называют, Шаман-гора. Мощь и сила, которые исходят от нее, ощущаются физически. Ее пик находится на высоте 1099 метров. По преданию, на вершине горы живет дух северных ветров – Войпель. Так что из этой точки берут свое начало все северные ветры нашей планеты. Войпель – верховное божество для народа коми, грозное и справедливое одновременно. На вершину горы с древних времен совершались восхождения для жертвоприношений. Самым дорогим даром Войпелю считается белый олень. Стоя у подножия горы, нужно соблюдать тишину и осторожность. Считается, что шум и крики могут разозлить Войпеля, и поднимется сильный ветер. Но того, кто поднимается на вершину горы с чистым сердцем и добрыми мыслями, удача будет сопровождать во всех начинаниях. Главная дорога проходит мимо поселка Желанное. Поселок построен вблизи мест, где сейчас добывают кварц. Прожилки кварца в горах видны издалека. Этот минерал называют еще мексиканским алмазом и ежиным камнем, камнем Тамерлана. На территории Юго-2 огромные залежи молочно-белого кварца, который используют при производстве электроприборов. А еще в ювелирном деле, косметологии и в качестве строительного материала. Кварцевая галька, вот она, лежит прямо под ногами. Так что даже летом дорога выглядит как в новогоднюю ночь. В народе считается, что кварц оберегает от плохих мыслей и рискованных поступков, приносит внутреннюю гармонию. Вдоль дороги блестит в лучах солнца озеро Большой Балбанты. А значит, вы приближаетесь еще к одной легенде, а также к месту, откуда начинаются самые популярные маршруты парка – горам Народная и Монорага. Путешествую давно, достаточно уже, наверное, 3-й год. И больше меня все-таки привлекает север России. Посмотреть все-таки хочется красоты севера, поразмышлять над тем, что мы значим в этом мире по сравнению с этими суровыми красотами на фоне этих гор, рек, первозданной природы. Две горы, стоящие друг напротив друга, зовутся Старик и Старуха. А старуха, та, что справа, отличается от старика более яркими прожилками молочного кварца. Это слезы. Старуха плачет, потому что не может приблизиться к старику. Вот такой вечный памятник одиночеству. Проход между стариком и старухой ведет в Тюменскую область. Он носил название Долины предков. Этот район считался у народа Манси священной землей. Территория была запретна для женщин. Им нельзя было саживаться с нарт или с лодки, лицо следовало прикрывать платком.
Тумановская дорога, как здесь говорят, одна, а природа каждый раз новая, неповторимая и необъяснимо притягательная. Юга-2 – это любовь на всю жизнь. Неудивительно, что есть и те, кто, попав сюда однажды, остается тут навсегда. Руководитель интинского филиала Ольга Буга эти суровые просторы на другие не поменяет. Для меня это прежде всего работа, но это работа, которая мне дала возможность реализоваться как личности, созреть здесь, получая возможность побыть наедине с собой, отказавшись от тех благ, которые нам дает городская жизнь, цивилизация. Человек имеет возможность освободиться от тех ненужных ценностей, которые им навязаны социумом. И здесь найти то свое «я», которое, может быть, долгое время в нем было подавлено. И от этого, я думаю, что человек получает внутреннюю гармонию в себе, и у него все становится на место. Весь наш рассказ можно назвать лишь прелюдией к главным достопримечательностям Юга-2. Это путешествие по северной части интинского филиала парка может быть продолжено. Территория Юга-2 огромна, и все оттенки светлого обязательно проявятся в каждом уголке охраняемого Приполярья.